Терінен иш ақиқи усталықны талап ете. Теріні тек анламақ дегілде, онен насыл çalışmaға керегіні білмек ләзим. Чанта, құшақ, қап, пара кесесі, яқшы уста үшін бұяпа білген шейлерінің тұлу жедвелі жоқ. Мешінің үстінде кересімлер ісе шейге уникаллікні бағышлай. Везе маневи мод қыз ве оғланларны қувандыра. Әмде ақиқи санатқа чевре. Искусство для меня – это моя мастерская, по факту, да? Место отдыха, место успокоения, место, где я могу реализовать то, что чувствую, то, что хочу получить от жизни на сегодняшний день. То, за счет чего я самореализовываюсь. На самом деле, реально, если так смотреть, сам процесс изготовления изделий, он очень сильно меня успокаивает. Особенно, когда это бывает ручная работа. Реально успокаивает, ты делаешь что-то, ты кайфуешь от этого. Никакие там нервы в плане того, что что-то на работе происходило или дома что-то не так. Все, ты об этом ничего не помнишь. У тебя работа, ты сидишь спокойно, шьешь, делаешь какие-то классные изделия, получаешь от этого удовольствие. Дибағат, яғни терінен иш кечкен асырда насыл инкишаф еткен. Земаневи вақыт қайсы мақсулары ле тақдим олуна. Мирасының бұл яйыны икәйе етecek. Қырым салхат ұлы еппек йолу бұл ерде юзлернен кечкен керванлар киіз тері юнден япқан мақсулар. Бұндан да ғары савут емек айванлар іле юкленілген. Тері ішлемесі мисал оларақ бұл ерде илк адымларыны япқан. Тері ішлеме эснафы қадими бір зенааттыр. Та орта асырда кен тарқалған олса да, ишлеп чықаруының ән парлақ вақты Қырым ханлығы девріне түшті. Шу замандаки япылған тері тек ярмадада kullanılмаған. Оны чеші түрлі мемлекетлерге, яғни Түркия, Франкистан, Инглитере ве Италияға ихрач еткенлер. В Крыму, именно в Бахчисарае, было огромное количество мастерских, где обрабатывали кожу. То есть не только изделия делали, но и в первую очередь первоначальный этап, когда дубили кожу животного и производили ее, скажем так. Ну, поэтому же Чурухсу так-то и названо Чурухсу. Есть, не поверье, скажем так, одна из теорий, почему именно Чурухсу называется она. Потому что, когда дубили кожу, вот эту воду сливали, после дубления воду сливали именно в эту реку. А чтобы вы понимали, запах дубленной кожи, вот этот отход воды, который уходит, он ужасный, он реально противный, неприятный такой запах. Поэтому многие говорят, что именно поэтому реку назвали Чурухсу. Тері ішлемесі бұл эснаф, башқа эснаф цехлері арасында бұйық үрмет қазанған. Бахчисарайда тері ішлеген ұсталарының өз малелері біле оған. Олардан Табана, Қады, Ені, Ведибах малелері беллідір. 1884 сенесі, мисал olarak, Бахчисарайда 577 тижари санайы ишханесі çalışқан. Олардан 15 Сахтиян заводы, 39 чызма, 17 тон ve 6 қалпақ ишханесі бар еді. Тері ішлемесінің ұстаханелері адет үзіре екі қатылы, кен дамлы олған. Дамы астында sıra теріні құрытқан бар. Бірінші қатта сарайларда тері ішлемесінің бүтін процесслері кечкен. Ішлевге ечкі, қой, ат ve өгіз терісі кеткен. Ішленілген, амма юнден темізленмеген теріні постеке, яғни жаймалар кебе kullanған бар.
Акышта койтоны ве яры тонлар популяр олган. Чөл тарафларында чобанлар мешін куртка, шалварлар киіп, тағарчық денілген чанталарны алып жүргенлер. Мешінден челтек адлы элек япқанлар, ағач сандығыны сарып алғанлар. Мераклы бір факт бар ки, Бақчысарайда тері ишлемесінің ұстаханелері кино чықарылмасы үшін қызмет еткенлер. Мисал olarak бірісінде 1925 senesi Alim denilgen ilk Kırım Tatar Bediye filmini çekkenler. Zemanevi vakit bu esnafның yapılıq техникасы biraz denişti. Bunun beraber teri boyunca ustalar yanı ve meraklı şeylerini meydanğa getirdi. Однажды ко мне обратился один известный у нас здесь человек, сосед мой. У него дочка выходила замуж, он искал хуранхаб, чтобы в подарок для дочери этот хуранхаб сделать. Все, он говорит, я сам его все сделаю. Он на себя взял этот хуранхаб, что он его найдет, он его купит. Но он пошел искать этот хуранхаб, он искал его там у Алиме Гусейнова, и в магазинах искал. И везде нашел, что хуранхабы, они все идут у нас с ручной вышивкой, с машинной вышивкой. В основном тканевые. То, что есть, продается сейчас, это только тканевый хуранхаб. И он говорит, захотелось ему чего-то необычного. И тут он вспомнил, что знает он меня. Позвонил, говорит, слушай, а ты можешь вот такое сделать? Я говорю, да, могу. В принципе, почему нет? Давайте попробуем, давайте поговорим. Он приехал, мы с ним сначала долго обсуждали, что он хочет, как он это видит, как я это вижу. По итогу он мне выбрал кожу. Говорит, вот смотри, мне вот эта кожа нравится. А чтобы вы понимали, эту кожу я купил 2 года назад. Это хорошая, качественная кожа для себя. Кстати, да. Я говорю, вообще-то я ее для себя купил. Он говорит, Кадем, надо. Мне она понравилась. Сделай, сделай. Я сделал, начал ему делать. Сначала сделал макет с бумаги, потом второй вариант с бумаги. Из кожи первый вариант сделал. И только на 4-й раз я вышел на готовое изделие, которое удовлетворило и меня, и его. Как-то так. А параллельно с этим была очень интересная штука, что буквально незадолго до этого Хуран, мне бабушка передала Хуран, прадед дал, Араме интересно. Я его взял, мне интересно было, что же за старинный Хуран, который он очень старый, он прям разваливался на руках. На самом деле, Харбабам Алараме интересно, но выходил утром рано, занимался, поливал огород, а потом уже ближе к обеду садился под Орешину дома, там еще в Азии, и сидел и читал этот Хуран. Хуран этот приехал из Крыма. Как-то интересно, говорю, совпало, получилось, что вот бабушка мне дала этот Хуран, подарила, отдала его нам, и в это же время обращается ко мне этот человек сделать хуранхапа. Teri, iğne, bez, ip, karandaş, çizgıç, bıçak ve daha birkaç alet. Neticede teri kolga alışa. Ama bir ustanın yapmağa sevgen ve sevmegen şeyleri var. Ya kahramanımız neni yapmağa sevmeyken? Нет таких изделий, которые прям я люблю. Я все изделия люблю делать. Могу сказать, что я не люблю делать. Я не люблю совсем мелкие изделия, типа часовых ремешков. Для меня это не самое любимое, потому что приходится там заморачиваться. Маленькие изделия, ты вроде там столько работы в него вкладываешь, а по факту ее не видно. Мне больше нравится там сумки, кошельки какие-то делать более красивые, большие, аккуратные изделия. А так, что прям определенно я люблю делать ремни, нет. И ремни, и сумки, и клатчи, я все это люблю делать. İslam İdrisov özünün ilk işini yaxşı hatırlay. Обложка для паспорта. Первая моя самая работа, которая была сделана из неправильной кожи, неправильной нитки сшитая, неправильным разметчиком размечена была. Это был кошмар.
Там был вот такой вот гуляющий шов, короче, с белой нити. Он просто прокалывал я ее не пробойниками, а прокалывал я ее, короче, вручную, шилом. И получилось так себе. Ну как, для меня, сейчас я понимаю, да, что это ужас, что это кошмар. Но на тот момент я как-то не особо этого понимал. Я думаю, блин, прикольно получилось же, интересно. Потом, да, потом по чуть-чуть, раз за разом я улучшал свои навыки, улучшал свою технику. И уже на сегодняшний день пришел к тому, что есть. Kahramanımızın ilk mahsulunun yapılması muvaffakiyetsiz geçse de, bugünkü günde her şey âlâ dereceye yetti. Usta bildirgenine göre, o da çok meraklı şeylerini yapmağa planlaştıra. Bugün de kahramanımız için en kıyın eşya bu Саквояж. Вот я хочу все... если говорить именно о галантерейной теме, то для меня это саквояж. Я хочу попробовать сделать. Это такой именно большую, хорошую сумку, которая будет на рамках раскрываться. А там в дальнейшем хочу тоже перейти, попробовать сделать обувь из кожи. Но это, чтобы вы понимали, это вообще вот отдельная тема. Есть галантерея, есть обувная тема, а есть еще одежная тема. То есть это 3 разных направления. Еще есть автомобильная тематика. Это чехлы на сиденье, рули. Это тоже совсем 4-е уже направление. Потому что вроде все делается из кожи, но возьмите обувщика, дайте ему сшить обложку там для паспорта или дайте ему сшить кошелек. Не получится у него сшить такую обложку или такой кошелек, как сделаю это я. Но дайте мне сделать обувь, и я тоже не сделаю эту обувь правильно. То есть направления абсолютно разные. И просто хочется попробовать себя. Я здесь себя уже попробовал, у меня получается Аллаха шукур. Я хочу себя попробовать в других направлениях. Это обувь и куртки. Хочу себе сшить хорошую кожаную куртку. Balaban çanta, ayakkabı ve urbalarının vakti elbette gelir. Bugün de yapılgan soyları da öz muhlislerini hayretте kaldıra. Көргеніңіз кебе терінен еш чебер бірден аттыр. Амма истидатлы уста үшін бұл бір шей дегіл. Нәтижеде біз böyle acayip eşyalarının sahibi olamыз.